коротко и по делу в прямом эфире. Важный вопрос в студии. Алана Гадзацева. Здравствуйте. Врач учится всю жизнь. Наставничество – важнейший аспект профессионального роста медика. И, безусловно, для эффективной работы нужны новые знания, обмен опытом и освоение современных технологий. Молодым специалистам из Северной Осетии выпал шанс повысить квалификацию на базе ведущих клиник России. Обучение реализуется в рамках реализации программы «Медицина». Двое специалистов, Тимур Казиев и Алан Сгоев, уже вернулись в республику после стажировок в Рязани и Санкт-Петербурге. Сегодня в нашей студии врач-травматолог Республиканской клинической больницы Алан Сгоев, хирург клинической больницы скорой помощи Тимур Казиев и руководитель приоритетной программы «Медицина» Ирма Туаева. Здравствуйте, уважаемые гости. Спасибо, что вы к нам пришли. И давайте начнем все-таки разговор с того, чтобы вы рассказали, Алан, Тимур, о том, как прошли ваши стажировки, ваше обучение, что конкретно происходило. Ну, давайте, Тимур, начнем с вас. Здравствуйте. В общем, стажировка на базе Рязанской областной клинической больницы проходила моя, значит, под курацией медуниверситета Рязанского. Значит, она состояла в симуляционном курсе. Значит, это комплекс учебных мероприятий, который основывается на отработке технических манипуляций на так называемых эндоскопических тренажерах. То есть это несколько разных аппаратов некоторые из них с серьезными компьютерными программами, которые симулируют настоящие ситуации жизненные, то есть которые могут произойти во время операции. И эти все мероприятия были, так сказать, подготовкой к венцу, так скажем, этого курса. Это отработка полученных навыков на экспериментальном животном. Ну, в моем случае это была свинья. Значит, специальной породы, которая соответствует по размерам примерно человеческому организму. Значит, производились на ней высокотехнологичные оперативные манипуляции, которые крайне редко осуществляются на периферии, то есть это в основном в центральных крупных клиниках производятся они. Значит, естественно, работа на экспериментальном животном дает множество преимуществ, то есть это можно прочувствовать живые ткани, и это непосредственно симулирует жизненные ситуации, то есть во время операции. Угу. И вот этот курс, можно его так назвать, который вы прошли, он завершился или он какое-то продолжительное время будет? Ну, на самом деле это наши организаторы избрали формат, в котором это комплекс мероприятий, долгосрочный достаточно, то есть это в течение 2-3 лет. Естественно, за один раз невозможно овладеть всеми навыками, и для этого нужна планомерная работа, и, соответственно, в этом направлении мы и будем двигаться. Угу. Алан, поделитесь вашим опытом, что вы узнали, как все происходило? Я проходил стажировку на базе НИИ травматологии имени Романа Романовича Вредена, что основополагающим то, что достаточно высокий уровень специалистов, достаточно большой поток больных, что позволяло видеть больше операционных пособий, на которые нас приглашали. Мы смотрели, нам рассказывали, делились опытом, какие-то мелкие нюансы, связанные с их опытом, уже в перспективе на каких ошибках, чтобы мы уже не ошибались, перенимали их опыт. Также лекционный материал, на приеме больных очень важные аспекты озвучивались: первичного осмотра, диагностики, реабилитации в послеоперационном периоде. И в конце каждого рабочего дня все подкреплялось симуляционным центром. В ней достаточно большой симуляционный центр, стоят симуляторы, на которых
уже непосредственно всю ту информацию, то, что мы получали, мы отрабатывали на этих симуляторах. То есть насыщенная у вас была Достаточно насыщенная. И как долго она длилась? Она длилась 2 недели. За 2 недели очень большой объем больных идет. В день бывало от 6 до 9 оперативных пособий. Очень большой объем приема больных. Они ведут и в консультативных поликлиниках. И достаточно плодотворно поработали. И очень много полезного оттуда унесли. Мы сейчас еще продолжим углубляться в тему того, что конкретно происходило и какие новые знания вы почерпнули. А сейчас я хочу задать вопрос Ирме Борисовне. Скажите, пожалуйста, вот о ходе реализации самой программы «Медицина», да? Понятно, что эти стажировки стали возможны именно благодаря этой программе. И что уже сделано, что еще предстоит? Вообще медицина – это довольно большой проект. Здесь не только обучение, но основополагающим, конечно, является обучение кадров, потому что человек решает все. И какие бы ни были высокие технологии, как бы за нас не работали компьютеры, не просчитывали машины, в любом случае решение – этот человек, назначение терапии, диагностика – это человек, и очень много зависит от квалификации именно доктора. Медицина на сегодняшний день развивается очень быстро. Вот просто даже многие, кто не причастен к медицине, люди не понимают, какими темпами на сегодняшний день шагает медицина. Если человек ежедневно не углубляется в свою сферу деятельности, то он буквально через месяц-два безнадежно отстанет от того, что происходит в здравоохранении на сегодня. Это касается не только практической деятельности, это касается и организации процесса. То есть у нас очень много проблем именно вот с организацией процесса возникает. Потому что доктора на местах, вот поверьте, они работают практически на пределе своих возможностей. То есть и из операционных не выходят, и с пациентами общаются. То есть на самом деле очень большая работа. И этим докторам нужно каким-то образом помочь, по крайней мере, помочь тем, что облегчить им доступ к новым передовым технологиям, облегчить их доступ в самые ведущие лечебные учреждения. На самом деле обычно стажировки вот такие на рабочем месте, это, скажем так, это крайне редкие обучающие циклы. Обычно это бывает, вот приезжает человек там на один общий цикл, да, там несколько человек в группе, они ходят, там, читают лекции, смотрят то, что происходит в операционных. Здесь обучение нацелено именно на то, что нужно конкретному доктору. Он приезжает на рабочее место, индивидуальный подход, индивидуально под него, чтобы было понятно, те доктора, которые уезжают, это не доктора с нуля. Это доктора, которые очень много на сегодняшний день умеют, знают и делают в нашей республике. То есть это те доктора, на которых фактически опираются лечебные учреждения, которые их командируют. То есть это не было спонтанным решением, это не приходили доктора с улицы и не говорили, пожалуйста, возьмите нас. Это все было совместный труд такой Министерства здравоохранения, главных врачей, Агентства развития, для того, чтобы мы отобрали тех докторов, которых надо отправлять, определили им циклы обучения. И понятное дело, вообще изначально инициатива главы республики. Так что было понятно, он от нас очень долго добивался. Сделайте так, чтобы наши доктора знали, умели и хорошо все делали. Вот пошли по этому пути. Это такие, скажем так, ростковые зоны, опорные точки, наши доктора, которые будут дальше за собой, как локомотив, вести за собой остальных докторов, которые работают в этой отрасли. То есть ставка сделана на молодых, которые хорошо воспринимают информацию, которые легко учатся и которые могут потом поделиться с теми, уже обладают определенным авторитетом среди своих коллег и в своем учреждении, которые потом могут, вот как вы сказали, наставничество имеет определенную роль, которые могут потом научить, показать, рассказать. И, естественно, это не разовое обучение, то есть вот доктора вернулись, мы с ними уже обговорили, как мы дальше будем, какова будет траектория развития и обучения их на следующий год. А вообще какое количество специалистов сможет пройти вот подобную подготовку? Вы знаете, там конкретных цифр, сколько сможет пройти, мы не обозначали. Есть определенные средства, которые заложены в бюджет уже на следующий год. И в этом году
там очень большая работа, спасибо всем, все пошли навстречу, то есть было изменение в закон наш республиканский о бюджете, были внесены изменения, были запланированы деньги уже к концу года для того, чтобы наши доктора смогли проехать поучиться. То есть это не дешевое обучение, чтобы было понятно. То есть это больше сотни тысяч, там, да, как минимум на каждого доктора. То есть цифры конкретные, сколько сможет, ну, такой цифры, наверное, нет. У нас есть задача, сколько нужно, и, естественно, рационально нужно. То есть не так, чтобы вот всех подряд отправляли на обучение. Ну, да? сколько нужно, если мы можем говорить хотя бы о порядке? На примерно? сегодняшний день у нас была комиссия, отобрана 17 человек. К сожалению, один доктор отказалась, она там почему-то не может ехать по семейным обстоятельствам. Но вот на сегодняшний день их 16. То есть вот двое вернулись, еще у нас, по-моему, 7 человек сейчас на обучении. То есть у нас запланировано обучение для всех 17, теперь уже 16, которых мы отобрали. И дальше, по мере их возвращения, ситуация такая, что доктор, когда возвращается, он начинает понимать, что ему еще нужно. Потому что пока вы не начали изучать какой-то вопрос, вам издалека кажется, что вы, наверное, знаете все. Но когда вы начинаете входить вглубже в ситуацию, вы начинаете понимать, что, оказывается, я не знаю много чего вот в этой отрасли. И тогда возникает запрос о том, куда дальше двигаться, как дальше учиться. Спасибо большое. Сейчас мы сделаем маленький перерыв на рекламу и сразу после продолжим важный вопрос. Продолжаем важный вопрос. Тимур, скажите, пожалуйста, вот тот курс, то обучение, которое вы прошли, как вам кажется, ну, вы уже, наверное, вышли на работу, да? Да. Уже есть возможность, наверное, как-то почувствовать, что можно применить где-то свои знания. Как-то поменялась ваша работа? И вообще, как вам кажется, что поменяется в вашей работе, в вашем подходе, в общем-то? Я вышел на работу совсем недавно. Ну, прошла максимум неделя, полторы. Значит, вообще, естественно, даже будучи там, уже я прикидывал в голове, что можно будет внедрить в работу сразу, а что в течение некоторого времени. Есть некоторые, ну, естественно, такие, ну, легкие, такого слова вообще в хирургии нету, но такие менее травматичные операции, такие менее требующие меньшего технического оснащения. Есть такие виды операций, которые можно уже внедрить в ближайшей перспективе, то есть это, ну, ближайшие там месяцы. На эти технологии как бы нам там предоставили доступ именно к тем технологиям, которые не требуют сверх каких-то ресурсов. То есть, В плане какого-то оборудования? да. Но для того, чтобы выйти на серьезный уровень именно в высокотехнологичной медпомощи, для этого, естественно, нужно нам немного и времени, и именно материальная база. То есть есть виды оперативных вмешательств, которые невозможно практически произвести качественно без соответствующего оборудования. В общем, есть определенный у нас уже план по внедрению некоторых вмешательств, и постепенно будем стремиться к тому, чтобы продвинуться как можно дальше в лапароскопической хирургии. Ну, понадеемся, что в ближайшее время появятся и технические возможности в том числе. Мы на это очень сильно надеемся. Во всяком случае, ну, надежды нам дают. Если можно, я чуть добавлю, конечно. в этой ситуации по поводу технического оборудования. Уже на сегодняшний день прорабатываются вопросы, я так понимаю, мы говорили об этом на проектном офисе, доктора были у нас на проектном офисе, они общались с руководством республики, были проговорены вопросы о том, что необходимо для того, чтобы дальше развиваться, и даже было дано поручение проработать, что нужно, как нужно, и мы будем
пытаться изыскивать какие-то возможности. Но речь идет только об оборудовании или, может быть, о каком-то переустройстве самой системы медицины, да? На самом деле система медицины переустраивается, хотим мы этого или нет, и будет переустраиваться. Сейчас эти процессы очень интенсивны. У нас, наоборот, мы иногда видим некоторую такую пассивную позицию сопротивления где-то от своих коллег, где-то от людей, которые живут, да, у нас в регионе, потому что мы как-то привыкли жить определенным образом и считаем, что это лучший вариант. На самом деле сегодня очень массивные процессы переустройства, переформатирования, скажем, службы медицинской идет во всей стране. И мы часть этой страны, хотим мы этого или нет, мы будем это делать. Другое дело по оборудованию. На самом деле есть такие методы вмешательства. Мы сейчас о чем говорим? О малоинвазивных операциях. То есть у нас есть масса операций, которые мы делаем старым методом, скажем так. Открываем лапаротомически, да, оперируем. Это тоже неплохо, это тоже хорошо. То есть людям жизни спасают реально, людей реально поднимают на ноги и избавляют от очень многих страданий. Но на сегодняшний день в мире существует другой метод. Он менее травматичен, он малоинвазивен, скажем так, эндоскопическая хирургия, вот то, чему доктор учился. У нас на широкий поток поставили на холецистектомии эндоскопические. При этом какие-то там вот большие операции на кишечнике, они делаются, но они не на широком потоке, там еще что-то. То есть доктор поехал именно вот для того, чтобы привести именно эти технологии. И он их привез. И для того, чтобы дальше их внедрять, естественно, нужно то оборудование, на котором работает весь мир. Ну и мы надеемся, что все-таки это к нам придет, Да, в том числе в рамках тех конечно. проектов, федеральных программ, которые сейчас действуют. Алан, к вам вопрос. Скажите, вы вот уже для себя наметили перспективы в своей работе, какие-то корректировки уже, может быть, внесли даже? Ну вот определенный план, он еще выстроился, находясь там, да, то есть посмотрев, увидев организационные моменты, увидев операционное оснащение, есть к чему стремиться, в каком направлении совершенствоваться. Это и касается и инструментария, и каких-то врачебных навыков. А что бы вы конкретно отметили? Вот хочется что-то конкретное услышать, да? Вот вы сказали о структуре, там, о технологиях. Ну вот очень сильно налажена маршрутизация самого больного, да, от начала получения травмы до первичного приема, до первичного обращения к врачу, к консультации, до операционной и уже отслеживания его в реабилитационном периоде. То есть больной не теряется даже после операции. Он периодически ходит на какой-то патронаж, на какие-то осмотры, и мы имеем возможность отслеживать дальнейший результат своей работы. Вчастую у нас больные теряются, как правило. Производится им оперативное пособие, у них все хорошо, их ничего не беспокоит, они ушли, мы их не видим. И мы не можем оценить свой качество результат. проделанной работы, качество проделанной работы. Может, какие-то нюансы нам надо поменять в реабилитации, в предоперационном, в операционном периоде. И вот это очень достаточно серьезная проблема. Угу. Ну вот, Ирма Борисовна, к вам вопрос. Вот приехали доктора, получили определенный опыт, но есть такая вероятность, что многое же зависит от руководителя лечебного учреждения, конечно, от непосредственного руководителя данных докторов. Ведь здесь необходимо, чтобы он пошел именно вот этим путем, да? То есть, условно говоря, твой подчиненный чему-то научился и говорит, нужно вот это внедрить, да? Вот эти процессы, они как-то вами отрабатываются? В плане того, чтобы эти технологии, эти возможности, эти новые подходы внедрялись в конкретных лечебных учреждениях? Ну, смотрите, отрабатывать это все, конечно, для этого есть органы исполнительной власти, есть главные врачи, да. Мы со стороны, как агентство, да, мы смотрим, мы наблюдаем, мы помогаем, мы работаем вместе, мы работаем в тандеме, то есть никто отдельно не работает, невозможно, ну, нет такой структуры, которая одна может работать в отрыве от того же Минздрава и от тех же руководителей лечебными учреждениями.
учреждениями, так не будет. Но то, что это находится под пристальным контролем и не только агентство, а и правительство республики, то есть для чего вкладывается в докторов и вообще в процесс образования определенные средства, для чего мы отправляем их на ведущие базы, только для того, чтобы они этот опыт привезли сюда, и мы его здесь внедрили. Это очень хорошо, когда люди выезжают на рабочие места, они видят, где, на каком уровне, в каком месте мы сейчас находимся. То есть мы впереди планеты или нам нужно догнать все-таки кого-то. Мы хорошо сейчас, да, по мировому опыту, по опыту страны сейчас у нас все хорошо, или мы можем где-то что-то поменять, чтобы у нас стало лучше. Поэтому, конечно, мы очень надеемся, что ребята энергичные, грамотные, толковые, они будут фанатами своего дела, будут ставить эту службу так, как она должна работать. И желаем им удачи. Мгм. Ну и давайте емко, наверное, так коротко ответим еще на один вопрос. Вот скажите, Тимур, как вам кажется, что, исходя из того опыта, который вы получили, вам кажется необходимо поменять у нас здесь в медицине? Есть такое расхожее мнение, что у нас врачи там где-то недостаточно компетентны или еще что-то. Но может быть проблема в устройстве самой системы или нехватке технических средств, или действительно перегруженности врачей и так далее. Ну, это все. На самом деле у нас все не так плохо в медицине, как об этом любят говорить там в интернете и так далее. У нас есть позитивные моменты, их нужно сохранить, но нужно к этому всему добавить еще и все, перенять положительный опыт у наших коллег в России и за рубежом. Но если есть возможность, почему нет? Ну, у нас много, у нас есть в планах вот, с Ирмой Борисовной не только создание учебных центров, уже чтобы мы отсюда, чтобы мы учились здесь у нас, чтобы мы не начинали с азов где-то за пределами, то есть чтобы мы какую-то базу уже со студенческой скамьи получали уже, то есть мы, надеюсь, что это в скором времени у нас получится сделать. Угу. Алан, ваше мнение на этот счет? Коротко, пожалуйста. Вот все, что вы назвали, естественно, вот, как говорил Тимур, очень часто и очень всегда видят негативные моменты только в работе врачей. И это все выливается в интернет-сети и очень активно обсуждается. Но положительную работу, как правило, никто не видит. Она остается за кадром, и это тоже мы достаточно на неплохом уровне находимся. Да, нам есть куда расти, но будем стремиться. Нам есть куда расти, и приятно, что такие молодые, активные, энергичные люди действительно получают знания и внедряют их здесь, у себя на родине, не уезжают куда-то далеко. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам в студию. Мы желаем вам успехов в работе. Это был важный вопрос. Всего доброго и до встречи.